Дорогие соотечественники, уважаемые гости, сегодня, 28 октября, День памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Межрегиональный патриотический марафон «Рубежи Победы» прославил и увековечил истинный героизм и сплоченность нашего народа в борьбе с врагом при строительстве оборонительных рубежей. Мы помним, мы чтим. Девочка в ситцевом платьице, бывшая школьница, быстро тропинкой знакомой до дома бежит. Девочку дрожь пробирает, и сердце колотится, и от неистовой мысли голос дрожит. В центре района, в здании школы бревенчатой, где только что аттестат получила она, вдруг репродуктор, словно к кресту приколоченный, громко объявит страшное слово «война». Средь окопов и меж рек замерзших оков укрепленный рубеж от проклятых врагов. Каждый ждал и молил, не теряя надежд, из последних сил строя Сурский рубеж. Дети вчерашние, женщины полуголодные, в лютую стужу руками, стертыми в кровь, жизнь положив в войну за честь всенародную, рыли рубеж, но не пустили врагов. Сколько их было, сейчас до конца и не вспомнится. Сколько молилась, вверх поднимая глаза. Сколько загубленных судеб в земле той покоится. Подвиг свершивших вовек забыть нам нельзя. Средь окопов и меж рек замерзших оков укрепленный рубеж от проклятых врагов. Каждый знал и молил, не теряя надежд, из последних сил строя Сурский рубеж. И вскипала их кровь в сердце раненых душ, не пустили врагов, не отдали им куш. Каждый верил и знал, из последних надежд он страну защищал, строя Сурский рубеж. Помни, знай, не забывай.
Добрый день, дорогие друзья! Позвольте еще раз поприветствовать всех собравшихся в зале Чувашской государственной филармонии. Межрегиональный патриотический марафон «Рубежи Победы», прошедший в 7 регионах Приволжского федерального округа, позволил объединить усилия всех органов власти, институтов гражданского общества по сохранению исторической памяти о совершенных трудовых подвигах нашего народа при строительстве Казанского обвода и Сурского оборонительного рубежа. Сегодняшняя встреча – это результат большой и плодотворной работы. Патриотический марафон – это широкомасштабные акции, уроки мужества, передвижные выставки, научно-практические конференции, фильмы и концертные программы. Марафон охватил более 20 тысяч человек в Приволжском федеральном округе и объединил в едином патриотическом порыве многонациональные народы Поволжья. Мы хотим, чтобы от нас память осталась, чтобы все помнили нас, какими мы были, чтобы наши дети об этом не забывали. Страницы истории о строителях рубежей по крупицам восстановили в Чувашии к 80-летию с начала возведения оборонительных линий. Чтобы укрепить память о героях тыла, указом Олега Николаева 2021 год объявлен годом трудового подвига строителей рубежей. В этот год на месте будущего мемориала строителям безмолвных рубежей заложили первый камень и капсулу с посланием потомкам. Создан сайт с воспоминаниями участвовавших в создании оборонительных сооружений и уникальными архивными документами времен Великой Отечественной войны. В честь подвига выпущены книги, подготовлены выставки, сняты фильмы, поставлены спектакли. На грант главы Чувашии созданы концертная программа «Помни, знай, не забывай» и опера «Сурский рубеж». С 6 регионами Поволжья Чувашия провела межрегиональный патриотический марафон «Рубежи Победы». Сохраняя память о строителях рубежей, мы формируем связь времен. Знания о самоотверженном труде прошлого укрепляют историческую самобытность и культурные ценности новых поколений. Пока горит вечный огонь мемориала строителям безмолвных рубежей, пламя памяти о страницах истории начала 40-х годов никогда не угаснет в наших сердцах. Слово предоставляется главе Чувашской республики Олегу Алексеевичу Николаеву. Тогда перембатне баян кезешитне ханазем. Паих уяв, вол паренченшен уяв. Ебарна икимишут аннан уявлат бар, анжахта шак уяв нигисленне солдавзем, палах аслы выржи гунезем, взем палах перенжен пиде палы вырын, южнза тараган самансем. Уважаемые коллеги, дорогие земляки, дорогие наши гости, которые прибыли на наш сегодняшний межрегиональный марафон или продолжение этого марафона, мы, отмечая вот этот праздник, день, памятную дату, которую посвятили строителям оборонительных рубежей, мы, конечно же, вспоминаем всех тружеников тыла, людей, которые в годы Великой Отечественной войны
делали все в тылу, чтобы приблизить День Победы. Для того, чтобы армия не чувствовала сложностей и трудностей, могла выполнять боевые задачи, ну и, конечно же, в итоге победить фашизм, ну и соответствующим образом жить дальше своей жизнью. Это нам удалось тогда, ну и, к сожалению, сегодня мы снова с этим злом боремся, и уверен, мы сделаем все, каждый на своем месте, для того, чтобы снова ощутить вот эту эмоцию победы, ну и выражаю уверенность, что это мы сделаем уже навсегда. Возвращаясь к теме сегодняшнего дня, считаю, что очень знаменательным, что мы этим делом с вами занялись и сами для себя открыли очень много сюжетов. Сюжетов, которые взволновали, сюжетов, которые удивляли, восхищали, а самое главное, на мой взгляд, объединили нас всех. Объединили на основе вот этой памяти, гордости и вот гордости за мужество наших предков, гордости за их стойкость, а самое главное, за способность решать, казалось бы, невозможные задачи в неимоверных условиях. Объединились, казалось бы, мы первоначально, конечно же, можем говорить, прежде всего, люди, которые занимаются наукой, архивным делом, культурой и другими сферами, которые связаны вот с этой составляющей. Но произошло, мне кажется, более масштабное. Объединились все. Дети, взрослые, женщины, мужчины. И у нас появилось множество стихов, песен, иных произведений, вот короткометражные фильмы, спектакли, различного рода активности в муниципалитетах. И вот число этих мероприятий, они уже исчисляются тысячами. А самое главное, это движение набирает обороты. Набирает обороты в том числе благодаря тому, что мы эту работу с вами смогли, я бы так сказать, наверное, применю слово «заякорить», если можно сказать, или посадить дерево и запустили вот как бы росток в виде мемориала, в виде книг, в виде спектаклей, которые, или на основании которых, на мой взгляд, мы смогли вовлечь и коллег из других регионов. И вот регионы, которые также участвовали в строительстве этих оборонительных рубежей, это очевидно, была очень масштабная стройка, и очевидно, что в годы войны важно было синхронизировать эту работу во всех регионах, тогда еще Советского Союза, в части РСФСР. И вот то, что к нам объединились, и мы помимо того, что объединили людей, живущих в Чувашской Республике, и регионы, которые участвовали в строительстве этих оборонительных рубежей, говорит о том, что сама тема, которая была выбрана, волнует души всех. И я здесь хочу еще раз сказать слова благодарности, прежде всего, всем энтузиастам, причем энтузиастам и людям инициативным, которые инициировали, может быть, даже менее значимые проекты, которые смогли объединить людей, которые живут в отдельных населенных пунктах, деревнях, поселках. И вот эти короткометражные фильмы, которые, может быть, сделаны очень, как скажут профессионалы, на не очень высокопрофессиональном уровне, но зато наполнены точно искренностью и вот неравнодушием, они подкупают любого профессионала. И мне кажется, ровно за счет вот такого движения, за счет объединения усилий мы проявляем истинные наши традиции. Традиции многонационального народа русского мира всегда быть вместе, в сложности и в радости. Отвечать добром на зло, как это записано в Библии, но ровно в той мере, пока оно возможно таким образом реализовать. А дальше, если необходимо, конечно же,
мы расчехлим и оружие. Ну и вот такая работа, на мой взгляд, нам помогает и во всех остальных сферах. Потому что, конечно же, когда люди объединены мыслями, эмоциями, духом в одном направлении, они, очевидно, аналогично, слаженно могут действовать и в остальных сферах жизни, с которыми мы сегодня с вами, которые мы с вами сегодня реализовываем, с задачами, с которыми сталкиваемся. И, как следствие, у нас это все получается наилучшим образом. Я желаю всем нам, таким же образом двигаться. Я желаю, чтобы мы находили новые идеи, а самое главное, чтобы также слаженно работали, усиляя друг друга, дополняя друг друга, создавая новые проекты и претворяя их для того, чтобы это было нужно нам, это было полезно для общества, полезно для людей, ну и, конечно же, чтобы это сохранялось на долгие годы. И тогда, конечно же, у нас получится ровно то, о чем мы всегда мечтаем. Мы точно сохраним традиции, мы точно их разовьем в сегодняшний день, ну и соответствующим образом, воспитывая сегодняшнее подрастающее поколение на их основе, сформируем завтрашний будущий период. Спасибо всем большое, с праздником и до новых, или новых нам свершений. Вот так будет более правильно сказано. Указом президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено Абрамовой Елизавете Ариевне, директору Чувашского государственного театра «Кукол». Возглавляемый ею театр является одним из ведущих учреждений культуры в России. Театр «Кукол» проводит огромную работу по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Налажена тесная связь с Союзом женщин Чувашии и филиалом Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», совместно с которыми реализуются творческие проекты. Одним из ярких событий является реализация проекта «Искусство ждать», направленного на поддержку женщин из семей военнослужащих СВО. Распоряжением главы Чувашской Республики за плодотворную работу по организации и проведению мероприятий, посвященных трудовому подвигу участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, памятной медалью, посвященной 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, награжден Зотиков Алексей Валерьевич, шеф-редактор национальной телерадиокомпании Чувашии. Еще раз ваши громкие аплодисменты. Поздравляем с заслуженными наградами. Большое спасибо, уважаемый Олег Алексеевич. На сцене эстрадно-фольклорный ансамбль «Сявал».
Часem puștăiașe, șeclenie și hidrește нечурцем. Уя вражух юрлаще дошлаще, еблеет санаматур яшкерзем. Уя вражух юрлаще дошлаще, еблеет санаматур яшкерзем. Чечеклень юрат начал ваш ень, уян ланшам раклана шулазерень. Чечеклень юрат начал ваш ень, уян ланшам раклана шулазерень. Kanmada belet ber, Kürşezem birinci vaktusem. Malala şanış vaktini geret ber, Çabedaya ince çavaşsem. Malala şanış vaktini geret ber, Çabedaya ince çavaşsem. Çiçekleyin yurat начал ваш ень, Пуян ланчам раклана шулазерень. Чечеклень юрат начал ваш ень, Пуян ланчам раклана шулазерень. Чечеклень юрат начал ваш ень, Пуян ланчам раклана шулазерень. Чечеклень юрат начал ваш ень, Уян ланшам раклана шулазерень. Одним из активных участников марафона стала Ульяновская область. На мероприятиях марафона «Рубежи Победы» в городах и поселках была представлена программа, которая вдохновила наших зрителей, наших защитников и юное поколение. На сцену приглашается министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Евгеньевна Сидорова. Добрый день, многоуважаемый Олег Алексеевич. Добрый день, все собравшиеся. Рада приветствовать вас сегодня от имени губернатора Ордена Ленина Ульяновской области Алексея Юрьевича Русских. Ульяновская область сердечно благодарит вас, Олег Алексеевич, за инициативу принять участие в межрегиональном марафоне. И мы это делали с огромной любовью и, принимая участие, открывали новые страницы этого времени, потому что Ульяновская область
приняла участие в строительстве рубежей. Более 150 тысяч человек, 70% из которых были женщины, невзирая на все сложности, оставив дома стариков, детей, строили и ковали нашу победу в тылу для того, чтобы ополчение, а ульяновское ополчение к этому моменту насчитывало 300 тысяч человек, было готово занять свои места на этих рубежах для защиты нашей Родины. Ульяновск, как и Чебоксары, город трудовой доблести. Мы гордимся этим высоким почетным званием. Каждый третий патрон был изготовлен на патронном заводе имени Володарского. И эти страницы истории мы открываем для себя вновь и вновь, исследуя те или иные факты. Ульяновск был горд тем, что мы, принимая марафон, увидели этот замечательный театрализованный спектакль, представленный вашим государственным ансамблем. Он оставил неизгладимое впечатление в сердцах ульяновцев. И именно таких произведений искусства должно с каждым годом появляться все больше и больше. Они демонстрируют силу духа нашего российского народа. Они сохраняют нашу историческую память. Еще раз огромное спасибо вам. В заключение хочу сказать, что наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин сказал, что свое будущее мы должны строить на прочном фундаменте. И этот фундамент – патриотизм. Марафон, в котором мы все принимали участие, является основой, очень крепкой основой этого фундамента. Спасибо огромное вам и низкий поклон тем, кто ковал эту победу. Уважаемая Евгения Евгеньевна, выражаем вам, а также организаторам и участникам марафона искреннюю благодарность за совместное проведение марафона «Рубежи Победы». Величие народа в его уважении к делам предыдущих поколений, примером истинного патриотизма и безграничной преданности своей родине является подвиг тружеников тыла Ульяновской области. Нам есть что беречь, охранять и помнить. Вас приветствует лауреат всероссийских конкурсов Наталья Скобелкина, Ульяновская область. Я лечу над Россией, словно в сказочном сне, и дубы вековые машут кронами мне, купола золотые, тополей седина. О, Россия, Россия, ты такая одна. Купола золотые, тополей седина. О, Россия, Россия, ты такая одна. Вижу волжские плесы, вишен белый наряд, великаны утесы, как солдаты стоят, облака грозовые и озер тишина. О, Россия, Россия, ты такая одна. Вижу села и хаты, где в суровом
Нет, не будет, не будет наше небо во мгле. Будьте счастливы, люди, вы на этой земле. Как весны позывные, слышу крик журавлей. Я лечу над Россией моей. Я лечу над Россией моей. Благодарю вас, уважаемые. А мы продолжаем благодарить участников и организаторов марафона. «Подвиг в тылу» – так называется патриотический марафон, который проходил в Республике Татарстан. Внимание на экран. На сцену приглашается первый заместитель министра культуры Республики Татарстан Юлия Ильдаровна Адгамова. Многоуважаемый Олег Алексеевич, уважаемые присутствующие, от имени министра культуры Республики Татарстан и от всех жителей многонационального Татарстана хотелось сказать вам огромное спасибо за то, что вы всколыхнули те страницы истории, которые связаны со строительством оборонительных сооружений. По территории республики также проходило это оборонительное сооружение, и многие жители нашей республики принимали в нем участие. Это в основном были женщины и дети, которые, не жалея себя, не жалея своего труда, не жалея своей жизни, делали, ковали победу для того, чтобы мы сегодня с вами могли ощущать и дышать этим воздухом. И это никогда не должно быть забыто. И наш долг, и наша память вечно будет говорить об этом. И чем больше мы рассказываем о том подвиге, тем больше мы делаем вклад в воспитание общества, которое ценит жизнь, ценит мир. И несмотря на все попытки, которые сейчас происходят, к сожалению, исказить историю этими событиями, которые мы сегодня присутствуем, и тем марафоном, который благодаря вашему непосредственному участию, Олег Алексеевич, был инициирован, не позволит этого. И также хотелось огромное спасибо сказать ветеранам, которые непосредственно принимали участие в строительстве этого оборонительного сооружения. Спасибо огромное. Уважаемая Юлия Ильдаровна, выражаем вам, также организаторам, участникам марафона, искреннюю благодарность за совместное проведение марафона «Подвиг в тылу». Спасибо. Вас приветствует Государственный камерный хор Республики Татарстан, художественный руководитель, народная артистка Республики Татарстан Милеуша Таминдарова.
Одним из активных участников марафона стала Республика Мариэл. Наши соседи тепло и гостеприимно приняли и поддержали идею по увековечению памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. На сцену приглашается заместитель министра культуры, печати и по делам национальностей Республики Мариэл Игорь Геннадьевич Садовин. Добрый день, дорогие друзья! В этом прекрасном зале всегда приятно находиться, потому что мы все народы, которые собрались здесь, и чествуем ту женщину, которая нам сказала: хорошо бы, если бы о нас помнили. Дорогие друзья, а ведь мы помним каждый их шаг, каждое их дело. И то, что стояли они на рубежах, и эти рубежи стали рубежами победы, может быть, в этом и наше счастье, что есть такие люди. Мы говорим сейчас о памяти. День памяти – это хорошее, красивое слово. Потому что память, она не в общем, она в каждом из нас, в душе каждого из нас. И только тогда мы можем выстоять в этом мире. И только тогда мы можем сохранить духовность, нравственность, наши традиции. Я с удовольствием слушал песню коллектива из Татарстана. На разных языках пели. И кажется, я все языки понимаю, потому что это идет от души. Олег Алексеевич, вы знаете, я очень рад, что наш сосед, Чувашская республика, стала одним огромным организатором многих проектов. И эти проекты становятся всероссийскими. И действительно, когда вся Россия вместе, тогда мы будем и все уметь, все побеждать. И мы очень рады, что вы были с делегацией в Республике Мариэл, потому что это действительно было очень яркое событие и для молодежи, и для научных работников. Кстати, могу сказать, когда конференция архивная была, вы знаете, новые открытия, там получились у нас в выступлениях, новые какие-то открытия научные. Это очень важно. А когда опера была, это действительно люди выходили с огромным чувством и удовлетворения, и какой-то грусти. Но мы знаем, что дни памяти, век памяти – это все в наших сердцах. Я очень рад, что сегодня здесь вместе с вами завершающий этап марафона. Но мы знаем, что патриотический марафон, он у нас будет всегда. Удачи вам! Уважаемый Игорь Геннадьевич, благодарим вас за визит в Чувашскую республику, выражаем искреннюю благодарность и низкий поклон всем организаторам и участникам марафона. На сцене государственный ансамбль танца «Мариэл» Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая. Художественный руководитель Александр Селиванов.
Республика Башкортостан тоже присоединилась к марафону «Рубежи Победы». Мы выражаем искреннюю благодарность всем организаторам и участникам марафона. Мы живем на самой прекрасной планете, и для всех нас очень важно сохранить мир и любовь друг к другу. На сцене ансамбль «Сеспель». Неизменен порядок на свете, за зимою приходит весна. Незаметно взрослеют дети, и однажды лишаются сна. Дома отчего тихую пристань покидают они вновь и вновь. За мечтой устремляясь чистой, за мечтой устремляясь чистой, их зовет за собою любовь. Чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля, я дарю всем влюбленным на свете ромашковые поля. Чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля, я дарю всем влюбленным на свете ромашковые поля. И несется стремительно юность над прекрасной цветущей землей, чтобы жизни постигнуть мудрость и однажды вернуться домой, где семья и любовь и верность, на которых стоит земля. В жизни каждого главная ценность, в жизни каждого главная ценность вечно ждет. Это гавань тебя, чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля. Я дарю всем влюбленным на свете ромашковые поля. Чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля. Я дарю всем влюбленным на свете ромашковые поля. Попутный ветер наполнял паруса корабля. Я дарю всем влюбленным на свете ромашковые поля. Чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля. Я дарю всем влюбленным на свете ромашковые поля. Я дарю всем влюбленным на свете ромашковые поля. Чувашию и Мордовию объединил подвиг тружеников тыла. В Республике Мордовия в рамках межрегионального патриотического марафона «Рубежи Победы» прошел цикл культурно-просветительских мероприятий.
На сцене народный ансамбль «Раздолье». Республика Мордовия. Художественный руководитель Верещагина Наталья Александровна. На коне вороном выезжал партизан. Эх, сабля острая съем, две гранаты наган. Эх, сабля острая съем, две гранаты наган. Он коня удержал, потянулся рукой. Эх, конь ретивый заржал, бил на землю ногой. Эх, конь ретивый заржал, бил на землю ногой. Две руки, как замок, крепко сжались на миг. До свидания, сынок, ему молвил старик. До свидания, сынок, ему молвил старик. Я и сам бы пошел, друг не греет меня. Сабли острой уж нет, нет второго коня. Сабли острой уж нет, нет второго коня. Обо мне не тужи, как-нибудь проживем. Полосни не торжи, без тебя уберем. Полосни не торжи, без тебя уберем. Дернул сына повода, сам фуражкой взмахнул. Он поехал туда, откуда слышен был гул. Он поехал туда, откуда слышен был гул. небо над водой, над рекою белый дым. Ходят кони к водопою, утром ранним. Небо звезды отражаются в воде. Дорогой тропа, Ой, да вся в росе, заберу с собою я землицы гость. Пусть она в чужой стране меня спасет. В Божьем храме помолюсь, зажгу свечу за Россию, за мою. Ветер, боль
росу, траву, да и обниму землю русскую мою, я к щеке прижму, заберу с собою я землицы гость, пусть она в чужой стране меня спасет. В Божьем храме помолюсь, зажгу свечу за Россию, за мою. Далеко-далеко Через 10 морей страны и города, где теплей и светлей, только русскую дать. только душу и кровь не заменит ничто. Заберу с собою я землицы гость, пусть она в чужой стране меня спасет. В Божьем храме помолюсь, зажгу свечу за Россию, за мою. Теплом и дружелюбием встретила марафон «Рубежи Победы» Нижегородская область. Судьбы воинов и тружеников тыла Горьковской области навсегда вписаны в героические страницы истории Великой Отечественной войны. Еще раз выражаем благодарность правительствам республик Башкортостан, Мариэл, Мордовии, Татарстана, Нижегородской и Ульяновской областей за поддержку в проведении межрегионального патриотического марафона «Рубежи Победы». Спасибо вам большое. Это наше общее служение нашему великому Отечеству. Мы никогда не забудем подвиг наших предков. Имена героев останутся в нашей памяти вечно. Мы пришли из веков и уходим века, уплывая, как лунные тени в танце. Последним скользим мы пока, и поглотит нас скоро забвение. Все тише звучат инструменты оркестра, все так же скрипит под
ногами паркет. Продлите, продлите мгновение маэстро. Мы были, мы были, мы были, мы были, мы были, мы были, и больше нас нет. Мы любили, любили, как вы. Мы мечтали, мечтали, как вы. Нас терзали такие же страсти, но ушли без следа нашей жизни года и мечты о призрачном счастье. Все тише звучат инструменты оркестра, все так же скрипит под ногами паркет. Продлите, продлите мгновение маэстро. Мы были, мы были, мы были, мы были, мы были, и больше нас нет. Продлите, продлите мгновение маэстро. Мы были, мы были, мы были, мы были, мы были, мы были, больше нас нет. Есть люди, которым намного труднее других. Некоторым все сходит с рук, а им нет. И они обязаны быть лучше. А если человек решил жить по мечте, вдвойне обязан. Потому что большинство жить по мечте трусит. Дом и уют, нужны океан, земля, что звезды медведицы им поют. Не знаем ни ты, ни я. Большая медведица издалека желает тебе пути. Как будто слеза с лица, и к детям твоим пришла беда.
Танцевальная компания «Нота Джи». Берегите Россию, без нее нам не жить. Берегите ее, чтобы вечной ей быть. Нашей правдой и силой, всею нашей судьбой. Мы на страже России, нет России другой. На сцене Государственный камерный хор Республики Татарстан и все участники концертной программы. Позвольте еще раз поблагодарить всех участников сегодняшнего мероприятия, пожелать всем хранить великие патриотические традиции, память о подвигах нашего народа. Всем нам чистого, мирного неба над головой!